Уважаемые коллеги, повестка дня совещания известна. Приступим к работе. Слово министру по туризму предоставляется. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я хотел бы начать с того, что в 1994 году решением Кабинета министров Республики Абхазия областной комитет по туризму и экскурсиям был преобразован в комитет по туризму и курортам. Таким образом, в этом году нашему ведомству 30 лет. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех ветеранов труда, которые внесли большой вклад в развитие современного абхазского государства. Туристическая рекреационная отрасль является одной из приоритетных отраслей экономики Республики Абхазия, обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Абхазия за счет увеличения доходной части республиканского бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения рационального использования культурно-исторического и природного наследия. Если вы позволите, я хотел бы пару слов сказать о предыдущем сезоне. В 2023 году Республику Абхазия с туристической целью посетила туристов 1 миллион 400 тысяч человек. Из них, из курсантов, прибывших с визитом к нам на один день, 500 тысяч 62 туристов. Количество размещенных лиц, то есть которые здесь жили более 3 дней, 830 тысяч человек. Количество объектов размещения в Республике Абхазия достигло отметки 1025 объектов. Хотелось бы отметить, что количество койко-мест в Республике Абхазия превысило показатели довоенного времени и составило на данный момент 46 275 койко-мест. Впервые в 2023 году на международной выставке МИТ, а это одна из 2 крупнейших туристических выставок в мире, Абхазия получила самую высокую оценку как самый гостеприимный стенд. За 2023 год в эксплуатацию было введено 197 новых объектов размещения. Это исключительно за 2023 год. Из них 15 составляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, 182 объекта. Республика Абхазия вошла в топ-3 направлений для граждан Российской Федерации. Количество прямых налоговых платежей от туристической отрасли составило 1 миллиард 42 миллиона рублей. В 2023 году был подписан протокол о намерениях в сфере курорта и туризма между Министерством туризма Республики Абхазия и Министерством туризма Республики Крым, в рамках которой был проведен рекламный тур для туроператоров из Крыма. Продолжилось активное развитие туристических дестинаций в Восточной Абхазии. В селах Кутол и Акваска заложено начало строительства 2 крупных глэмпингов. Хотел бы отметить, что при всем вышесказанном, естественно, наша сфера сталкивалась с разного рода сложностями. Я считаю правильным их перечислить. В течение курортного сезона 2023 года Министерство туризма столкнулось с определенными сложностями. Нелегальные экскурсоводы, проводящие экскурсии на территории Республики Абхазия без соответствующих разрешительных документов. Проблема перехода границы ввиду загруженности курортный сезон, особенно мы сейчас говорим, естественно, о пике сезона. Отсутствие постоянных квалифицированных кадров, специалистов узкого профиля по внедрению новейших технологий в управлении туристической отраслью. Проблема учета въездного потока туристов из Российской Федерации. Сложности в пик сезона в работе служб ЖКХ. Необходимость контроля береговой линии в виде спасательных вышек с аттестованными сотрудниками МЧС и необходимым оборудованием для быстрого реагирования в случае чрезвычайного положения, необходимость соблюдения правил, регулирующих передвижение гидроциклов, катеров и так далее в зоне купания. Мошеннические сайты стали большой проблемой. Насколько возможно, мы с этим боремся. Мы постоянно отправляем письма Роспотребнадзор. У нас есть обратная связь. Мы, насколько возможно, боремся с этой проблемой, но на самом деле много
граждан, прежде всего Российской Федерации, страдают от мошенников. Безопасность на экскурсионных маршрутах и соблюдение техники безопасности руководителями туристических фирм. Если вы позволите, Аслан Георгиевич, я бы хотел предложить первые шаги по дальнейшему развитию туристической отрасли. Конечно, это прежде всего расширение перехода на границу с Российской Федерацией. Инвестиции в реконструкцию и строительство объектов размещения с целью создания качественно конкурентоспособного продукта. Что я хотел бы сказать? На самом деле мы долгие годы предлагали услуги, которые в средней степени отвечают потребностям наших потенциальных гостей. Сегодня к Абхазии особый интерес, и мы уверены, что отели 4-5 звезд будут пользоваться большим успехом на территории Республики Абхазия, не в зависимости, в каком районе они будут расположены. Обеспечение безопасности экскурсионных маршрутов путем контроля, соблюдения распорядка и времени остановки маршрутов. Информационное обеспечение маршрутов, обустройство пляжей, прибрежных территорий, обеспечение очистными сооружениями объектов размещения и питания. В преддверии летнего курортного сезона на основании положения о Министерстве туризма Республики Абхазия было инициировано контрольные мероприятия по подготовке к приему туристов, в частности, совместно с Госстандартом Республики Абхазия, подразделениями технадзора были проведены рейдовые мероприятия, проверены зиплайны, в простонародье это называются тарзанки, на соответствие безопасности оказания услуг. Также планируется провести контрольные мероприятия по оказанию безопасности услуг рафтинга. В простонародье где-то сплав. Мониторинг точек реализации. Что имеется в виду? Дегустационные залы, медовые дворы, сыроварни и так далее. На соответствие качества реализуемой продукции. По нашим данным, полученных от туроператоров Российской Федерации, работающих по направлению Республика Абхазия, большее количество организованных туристов приедут к нам с семьями. То есть имеется в виду большое количество детей. На основании этой информации было принято решение совместно со службой СЭС Республики Абхазия проверить соответствие пищеблоков и в коллективных средствах размещения с номерным фондом более 50 номеров. На регулярной основе проводятся контрольно-выездные мероприятия по выявлению несоответствующего действующему законодательству по оказанию экскурсионных услуг. В текущем 2024 году запланировано проведение рекламно-информационных туров для туроператоров и турагентов Российской Федерации для развития между регионами более тесных контактов, прежде всего в сфере бизнеса. Я бы хотел предложить вашему вниманию наши прогнозы на предстоящий сезон. Прогнозируемые цифры количества организованных туристов на 2024 год, количество новых объектов размещения, количество койко-мест, количество рабочих мест. Исходя из прошлогодних показателей, повторю еще раз, это 1 миллион 400 тысяч человек. В сезон 2024 года ожидается рост туристического потока. В среднем туроператоры сегодня прогнозируют увеличение количества посещений нашей республики на 15-25%. Увеличилась глубина бронирования, соответственно, увеличился сам сезон, что не может особо нас не радовать. На 1 января 2024 года Республика Абхазия располагает номерным фондом, повторюсь еще раз, 46 275 койко-мест. Количество объектов размещения достигло 1025. Для общей справки, для общей информации не могу не подчеркнуть, что в 2020 году мест размещения в Абхазии было 420. В 2023 году были введены в эксплуатацию 197 мест размещения. Из них 15 объектов – это крупные туристические объекты. Санатории и пансионаты общей вместимостью 2680 за 2023 год. 182 объекта, отели, мини-отели и так далее,
Это меньшее количество, естественно, крупные объекты, меньше, чем частные, но, тем не менее, общая цифра увеличения номерного фонда к 2024 году увеличилась на 7800 койко-мест. Средняя цена на размещение варьируется в районах и остается в районе 3800 рублей до 8500 рублей. Это вот среднее такое. Конечно, у нас есть объекты, и слава богу, что они у нас есть, которые намного дороже стоят. Но вот это такая средняя цифра, что, в принципе, среднестатистический гражданин Российской Федерации может себе позволить отдых в Абхазии. Круглогодичная занятость в сфере туризма составляет более 4500 человек. Естественно, в период самого сезона, в пик сезона, она многократно увеличивается. Мы говорим о сумме примерно 30 тысяч человек напрямую занято в туристическом бизнесе нашей республики. О тенденциях, которые обозначились, вы каким-то образом, министерство, взаимодействует с территориями в плане развития отрасли туристической? В чем оно выражается? Какие проблемы испытывают ательеры? В чем мы можем им помочь? Можете на эти вопросы ответить? Вы же, присутствующие, признаете, что туристическая отрасль является у нас приоритетной, так, да? Мы должны ее развивать. И вообще, какой у нас, скажем так, объем нашего рынка? Вот к каким цифрам мы должны стремиться? Сколько туристов мы могли бы принять? У нас какие-то показатели должны быть на перспективу, там, на 25-й год, на 30-й год, иметь какие-то сравнительные характеристики, какие территории развивать, в перспективе сколько у нас должно быть туристов, что мы должны в этом плане делать. Есть такие материалы какие-нибудь? Если есть, расскажи. Мы в полном взаимодействии со всеми руководителями районов. Мы считаем, что в ближайшие 3 года количество мест размещения и койко-мест может быть в 2 раза больше. То есть мы считаем, что мы можем принять в год более 3 миллионов человек. Уважаемые коллеги, Кристина Константиновна, как министр экономики, мы как-то говорили с вами и встречались по этому поводу, и вы с министром по туризму ездили в восточные районы. Мы должны были с вами подготовить объемный документ, да, в плане развития этой отрасли, в привязке к территориям, к точкам роста, которые мы в перспективе видим. Эту работу необходимо провести. Вот то, что 197 объектов построено за этот год прошедший, 197, правильно? Да. Это, конечно, очень хорошо. Это свидетельство тому, что частное предпринимательство развивается у нас неплохо. Вот нам нужно очень тонко чувствовать. И некоторые вещи необходимо планировать. Перспективу развития туризма на перспективу, на 3, на 5, на 10 лет. И целевой поиск инвесторов под эту программу. Дальше там пойдет за этим сельское хозяйство, за этим пойдет развитие транспорта. Мы это и делаем, но делаем мы это не системно, делаем мы это на ощупь. У нас нет контрольных показателей. Сейчас фактор появился существенный, их даже 2 фактора. Это фактор, связанный с аэропортом. Возможности совершенно другие появились и появятся. Абхазия востребована. Нам нужны планы развития. Там, где это невозможно, там, где это сложно, там, где уже не осталось мест для развития. Это одна история. Имеет это непосредственное отношение к следующим районам. Кульрипский район, Ачимчирский район, Гальский район, Скворчельский район. У меня такой вопрос. По вот этим 2 объектам в Ачимчирском районе, по глэмпингам, какая ситуация? На какой стадии это все? Значит, я могу точно сказать, что касается села Кутол, земля уже выделена. Мы ведем работу над проектом большого комплекса, который будет в стиле глэмпинга. Источник финансирования определен, проект готов, процесс пошел или пока идут разговоры? Процесс пошел. Хорошо. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги,
МВД разработал специальный план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью, охрану безопасности отдыхающих в наступающем сезоне в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров. При разработке данных мероприятий учитывался опыт прошлых лет, который свидетельствует о значительном увеличении населения в этот период и активизации как с местного криминального элемента, так и прежнего из ближнего зарубежья. Учитывалось и то, что за последние годы в Абхазии становится более привлекательным для приезжих лиц в любое время года. Министерством внутренних дел проводятся предупредительные профилактические меры по информированию прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информации, способствующей повышению их бдительности. В этих целях будет распространяться памятка, вот, чтобы вы понимали, это будет распространяться на автомобилях, те, кто занимается извозом туристов. Также данная памятка размещена на официальных информационных ресурсах МВД. В целом, за летний период прошлого года в курортных районах республики против отдыхающих лиц с мая по сентябрь было совершено 50 преступлений. Из них раскрыто 43. В аналогичный период прошлого года, вернее 2022 года, это было количество 86, раскрыто 52. То есть в прошлом году было совершено преступлений на 36 меньше, что свидетельствует о снижении количества посягательств в отношении отдыхающих. Но данную динамику необходимо улучшать. Во всех отделах внутренних дел курортных зон разработан план единой дислокации в границах обслуживания территории, расстановка и маршруты движения патрульных постовых нарядов, организация взаимодействия между ними и дежурными частями, порядок контроля за несением патрульно-постовой ответственными от УВД и МВД. В разработанном плане определена дислокация сил и средств. Имеются маршруты пеших патрулей. В этом сезоне будет задействовано 77 пеших патрулей, автопатрулей 51, которые в целях оперативного реагирования по недопущению нарушения общественного порядка и безопасности неправомерных действий в отношении отдыхающих состоит из смешанных групп из числа сотрудников милиции общественной безопасности и криминального блока. Также в обеспечении правопорядка будут задействованы курсанты Высшей школы милиции Республики Абхазия и курсанты, учащиеся в российских вузах МВД. Ежедневно на обеспечение правопорядка на вышеуказанных маршрутах будет выделяться 350 сотрудников милиции. С мая текущего года руководители служб центрального аппарата, начальники органов внутренних дел, курортных зон будут обеспечивать тесное взаимодействие между соответствующими службами с общими усилиями. И с апреля проводятся в городах и районах специальные мероприятия и профилактические, направленные на выявление и пресечение намерений преступных групп, особенно из числа мигрирующих криминального элемента. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, присутствующие, как и в предыдущие годы, Министерство здравоохранения активно проводит плановые, комплексные мероприятия по подготовке всех подведомственных учреждений к предстоящему летнему курортному сезону. Летний отпуск для наших граждан, как и отдых для прибывающих там туристов, должен быть качественным. Однако есть и риски, которые будут традиционно. Готовимся к сезонным заболеваниям и привозным инфекциям. На контроле держим ситуацию с ковидом, корью, энтеровирусами. Мы должны сделать все, чтобы не было развития таких инфекций на курортных территориях. Службе СЭС поручено проверять водоемы на патогенную микрофлору, увеличивать плотность отдыхающих согласно имеющей статистике. Еженедельные пробы морской воды будут брать с 15 мая, так как вода должна прогреться до нужной температуры. Пробы питьевой воды в лаборатории исследуют каждую неделю. Вместе с тем, что в летние месяцы мы испытываем кадровый дефицит в отношении специалистов-инфекционистов, в этой связи нам удалось достигнуть договоренности с коллегами из Российской Федерации. Вот уже традиционным стали командировки врачей, анестезиологов, реаниматологов, педиатров, инфекционистов в Абхазию для оказания помощи медикам нашей страны. Подчеркну, что данная практика полностью перекрывает проблему кадрового дефицита в курортный сезон.
На начальном этапе российские специалисты будут командированы в центральную районную больницу Гагры. Далее приедут дополнительные бригады, которые будут осуществлять прием, лечение пациентов в Сухумской инфекционной больнице. Проблемными остаются направления вакцинации детского населения. Сейчас активировался вирус кори, и важно максимально быстро провести прививочную кампанию, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. Однако наши педиатры сталкиваются с сильным противодействием со стороны родителей, ошибочно считающих, что вакцинация не является необходимой мерой для защиты здоровья детей. Вынужден констатировать, что враждебная, надуманная и приносящая вред здоровью маленьких граждан ошибочная пропаганда о вреде прививок набирает обороты, приобретаемый национальный масштаб. В этой связи считаю необходимым усилить работу Минздрава, взаимодействие врачей-педиатров со средствами массовой информации страны. Отдельно хочу остановиться на вопросах обеспечения безопасности с учетом числа гостей и ситуации с дорожно-транспортными происшествиями. В целях оказания оперативной помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, в прошлом году Минздравом была передана современная машина скорой помощи Рицинскому национальному реликтовому парку. Автомобиль оснащен медицинским оборудованием интенсивной терапии большими баллонами кислорода. Машина подходит также для запланированных транспортировок тяжелобольных пациентов. Данная мера поможет нам соблюдать правила золотого часа. В случае ДТП оказать помощь в кратчайшие сроки. С 21 августа 2023 года, то есть с момента установки машины скорой на Рице, она совершила 12 выездов на места чрезвычайных происшествий. Очевидно, что в пиковой нагрузке июнь, июль, август и сентябрь вызовов может быть в разы больше, и мы должны быть готовы к любым последствиям. На основании доклада министра по туризму мы ожидаем увеличенный поток туристов. Хорошо, ладно, спасибо. Теперь я бы хотел услышать главного санитарного врача. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, в рамках подготовки к курортному сезону 2024 года санитарная служба проводит следующие мероприятия. Во-первых, это контроль качества питьевой воды, подаваемой населению. Это обследование водозаборных сооружений, лабораторные исследования воды. Лабораторные исследования непосредственно на местах проводит Кварчал, Гагра, Гудаута и Сухум. Гулипш, Ачамчира, Гал доставляют свои пробы в центральную лабораторию города Сухум. Во-вторых, это контроль за объектами размещения отдыхающих. Проводятся проверки, в первую очередь, это те объекты, которые круглогодично функционируют, поскольку их можно проверять и в марте, и в апреле. И с 1 мая будут проводиться проверки уже сезонных объектов. Просто до 1 мая невозможно найти ни хозяев объектов, но и объекты, естественно, закрыты. В плане контроля у нас есть проблемы кадровые. К сожалению, санитарная служба очень мало имеет кадров, большой кадровый дефицит, особенно дефицит кадров, имеющих профильное санитарное образование. Контроль за сезонной торговлей. Сотрудники СЭС участвуют в комиссиях по выдаче разрешений на сезонную торговлю. Вот в Гагре эта комиссия функционирует уже более недели. За объектами общественного питания, за объектами продовольственной торговли на популярных туристических маршрутах и в целом по городам. С 15 мая будет организован отбор морской воды для лабораторного исследования как бактериологическим методом, так и методом полимеразной цепной реакции. Это мы внедрили с прошлого года. Исследуется морская вода как на санитарно-показательную флору бактериологическим методом, так и на 3 вида патогенных бактерий и 5 вирусов. Имеющиеся бактериологические лаборатории в городах Гагра, Гудаута, Сухум и ПЦР-лаборатории Гагра, Сухума, Чамчира готовы к работе в летний период. Аппаратура исправна, имеются тест-системы для определения бактерий. Не только из объектов окружающей среды, как вода, но и от пациентов. Производительность каждой лаборатории не менее 90 анализов в день. При необходимости количество анализов в лаборатории Гагра и Ачамчира может быть увеличено в 2 раза до 180 исследований, и город Сухум в 4-6 раз. Тест-системы имеются, запас есть. Хотела бы сказать еще об одной проблеме – это бродячие собаки. Поступает очень много анонимных телефонных жалоб на укусы. В летний период жалобы поступают и от отдыхающих.
Видимо, та система, которая есть сейчас, как-то не справляется. Что-то здесь нужно менять, поскольку нагрузка и на травматологические пункты идет, и расход вакцины антирабической идет, соответственно. Ну и людей жалко. А кадровые есть у вас проблемы в ваших службах по Гагре? Есть. В Гагре всего 4 человека, 1 врач, и ни один из них не имеет профильного образования. Значит, уважаемые коллеги, Эдуард Джансух Эдуардович, члены правительства, направления, связанные с соблюдением экологических норм, с сохранением флоры и фауны, с тем, чтобы антропологическое воздействие человека было не критически опасным, это очень важное направление. Министерство здравоохранения, санитарная служба, мэры городов, контрольные мероприятия по проверке наличия системы очистных на каждом объекте, это должно быть постоянно проводимой работой. Кафе, станция, ресторан, у всех должны быть очистные сооружения. Это важно очень. Нет очистных сооружений, необходимых условий, объект не должен функционировать. Мы не заметим, как размоем то, что у нас есть в виде самого главного богатства. Вот чтобы в этом плане надо будет штаты выделить и найдете. Надо будет купить транспорт, купите. Вместе бюджет найдет деньги, вместе с местным, чтобы эти службы работали эффективно. Чтобы все у нас блестело в этом плане. Все, спасибо, садитесь. Лев Константинович, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые коллеги, подготовка к началу курортного сезона входит в ежегодный план деятельности МЧС Республики Абхазия. В настоящее время в целях охраны жизни людей на водных объектах проводится работа с местными органами власти и владельцами пляжей по их оборудованию и доступу к эксплуатации. Основные требования правила безопасности людей на воде являются осмотр и очистка акваторий пляжей, отведение мест для купания и обозначение границ заплыва, установка мачты с флажками, разрешающей или запрещающей купание, организация спасательных станций с наличием спасателей и плавсредств. Данное требование регламентируется правилом охраны жизни людей на водных объектах, который обязателен для выполнения всеми водопользователями на территории Республики Абхазия. По данным Государственным инспекциям по маломерным судам МЧС Республики Абхазия из 20 зарегистрированных пляжей по Республике Абхазия за 2023 год было готово к безопасному отдыху граждан на воде 9 пляжей. Для безопасного отдыха граждан на воде нужно укомплектовать пляжи по Лева, 5 из 29 было готово? Из 20 было готово 9. Остальные 11. А остальные 11 не готовы. Дадите поручение главам районов. И в этом году, чтобы все было готово. Исходя из этого, будем судить, в том числе, будет складываться картина о том, как будут работать главы районов. Чтобы к 1 июня все было готово на этих пляжах. Контрольное мероприятие проведете и доложите мне. Хорошо, спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые коллеги. Пограничным управлением службы государственной безопасности отмечается, что в последние годы наблюдается устойчивый рост количества лиц, пересекающих государственную границу на контрольно-пропускном пункте ПСО, также транспортных средств. Буквально цифрами быстренько пробежусь по этим показателям. За 2021 год, если брать за последние 3 года, лиц всего было 11 миллионов 392 тысячи 851. Пересечений. Это не... Пересечений. Да, лиц, пересекших через государственную границу в обе направления. За 2022 год 11 миллионов 774 тысячи 316, что было больше на 381 тысяча 465 пересечений. А уже в 2023 году мы наблюдаем существенный рост, который составил разницу на 1 миллион 88 тысяч 8 пересечений, что в общих цифрах составило 12 миллионов
862 324 пересечения. Таким образом, у нас показатели идут также по транспортным средствам, значит, на грузовых направлениях и автобусное направление. Что нами делается в этом году, значит, также отмечаем, если сравнивать динамику перехода за первые 2 месяца 2024 года по сравнению за аналогичный период прошлого 2023 года с небольшим ростом государственную границу пересекло в направлении Республики Абхазия 729 403 лица при 728 385 в 2023 году. То есть этот год тоже идет сейчас с увеличением. Данное обстоятельство, несомненно, влияет на организацию пропускной способности контрольно-пропускного пункта, в связи с чем во взаимодействии с российской стороной и уполномоченными органами Республики Абхазия проводится работа по подготовке и проведению реконструкции контрольно-пропускных пунктов как КПП ПСО, так и МАП Адлера. По имеющимся объективным данным, полученным в ходе взаимодействия с пограничной службой Сочи пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю, загруженность существующего МАП Адлер превышает нормы более чем в 3 раза. В пиковые периоды это и более чем в 5 раз. В связи с чем на основе установленного взаимодействия создаются условия по оперативному реагированию на складывающуюся обстановку. Так, по мере осложнения в пиковые периоды загруженности используется схема реверсивного движения по направлению скопления лиц и транспортных средств с использованием встречных полос движения. Рустам, с учетом того, что мы прогнозируем рост туристического потока, мы справимся? Что-то можем на этом этапе, пока идет ремонт, не осуществлен, продумать какие-то схемы, в соответствии с которым Значит, минимальное количество неудобств, что было. Что мы можем сделать? Для того, чтобы максимально упростить, с нашей стороны используется схема упрощенного пропуска туристических потоков, которые следуют на автобусах и микроавтобусах, минивенах. Данное направление мы, значит, в пиковые периоды у нас порядка 600-650 автобусов пересекает государственную границу в обе направления. То есть основная загрузка идет в утренний период на въезд в Республику Абхазия, соответственно, в вечернее время на выезд. В эти периоды мы концентрируем свои усилия на взаимодействии с российской стороной, в том числе по комплексу данных вопросов. Завтра будет встреча с руководителем пограничной службы города Сочи, и будем обсуждать. Там будет требоваться в последующем согласование взаимодействия работы с туристическими фирмами. Об этом мы уже неоднократно и в прошлом году ставили вопрос. В какой-то степени оно повлияло, но в этом году мы более доработаем эту схему, которая позволит временные интервалы соблюдать именно между фирмами при подъезде к государственной границе, что существенно разгрузит вопросы, связанные с очередями. Далее, также в прошлом году мы наладили совместно, значит, с соответствующими структурами прибытие круизного лайнера «Князь Владимир», дополнительное направление новое, которое было возобновлено спустя 30 лет. В текущем году также готовы к принятию данного лайнера. Во взаимодействии, значит, с соответствующими структурами Министерства туризма были выявлены нелегально занимающиеся экскурсиями, значит, иностранных граждан. В данном направлении дисциплина вырабатывается. Мы имеем достаточно информации, что те, которые этим занимались, промышляли, в этом году уже у них охота отбита. То есть, как бы, эта ситуация была актуальна, и в этом вопросе у нас есть положительное взаимодействие. Вот, на пункте пропуска все штатные единицы замещены? Есть? На сегодняшний день, значит, с 1 мая мы переходим на усиленный режим, отменяются отпуска, используется служба в 3 смены, все вакантные должности замещены. Угу. Бытовые условия более-менее? Бытовые условия в 2023 году были все вопросы решены. На сегодняшний день все условия соответствуют требованиям несения службы. Хорошо. Спасибо. По городам коротко информацию. Александр Федорович. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, город Сухум, так же как и все активные туристические районы, является центром притяжения туристов.
Вот. Поэтому расскажу вкратце, чем мы обладаем в городе. 113 объектов размещения, из которых 98 у нас коллективного размещения, остальные это частный сектор, гостевые дома, мини-гостиницы и так далее. У нас порядка 4000 койко-мест. Вот. У нас 7 туристических компаний по городу работает, которые также работают над обеспечением посещения туристов. Ну, чтобы приезжали туристы и средства размещения. У нас 48 точек продажи путевок, так однодневных, по разным направлениям, которые работают. У нас 140 объектов питания по городу Сухум. Ну и которые, в принципе, обеспечивают, честно говоря, по отношению к прошлому году у нас процент роста там не без малого 50%. Кафе, рестораны, столовые и так далее. Значит, из интересных маршрутов, которые есть по городу Сухум, их несколько туристических маршрутов, которые посещают, они известны. Парк Слава, Сухумская наша гора Фуникулер. Сейчас уже мы скоро будем завершать работы на фуникулере. Я думаю, что будет интересным местом посещения для туристов, в том числе наши горожане постоянно туда поднимаются. Фонтан с грифонами, площадь Свободы, прогулка по набережной. А есть еще места посещения туристов, где производятся, допустим, платные вещи, такие как ботанический сад, обезьяний питомник, музеи, музей денег, наш государственный музей, значит, музей боевой славы. Вот. Что хочу сказать по поводу подготовки к курортному сезону. Да? У нас каждый год выходит распоряжение главы администрации города, где расписываются все планы мероприятий. 22 апреля на такое распоряжение вышло, где установлены все сроки, значит, и ответственные лица. По числам, по датам. Конец подготовки мероприятий – это 1 июня. И так и прописано у нас в распоряжении, что 1 июня – начало курортного сезона, и поэтому этот месяц дается для всех служб для подготовки, более активной, усиленной подготовки. В том состоянии держать, поддерживать он-то готов, на самом деле. Но там надо обустроить буями безопасности, которые, вот мы 3-й год их покупаем, но они не остаются. Их или вырывает волнами, или их кто-то использует, потом подрезает, на подводной лодке подъезжает, или водолаз, потом каким-то образом, то есть их не остается. Каждый раз мы покупаем новые. Это один момент. Второй момент. Спасательная служба. Мы ее так и не смогли создать в рамках администрации города Сухум. Не смогли найти специалистов. Конечно, можно нанять обычного человека, но он не будет функционально это делать. Поэтому, если есть такая возможность, мы готовы за деньги, администрация города, за своих коллег, пускай сами скажут, оплачивать эту услугу, предоставить места, вышки, смотровые и так далее. Пускай работники чрезвычайной ситуации выполняют эту функцию. Мы готовы, еще раз говорю, оплачивать данную услугу. Сами не в состоянии найти среди населения города Сухум людей, у которых есть доступ для работы, значит, спасателем. Это проблема, которая есть. Это точно есть она, и от нее никуда не деться. Сейчас работаем над волонтерами. Может быть, волонтерами, в смысле те, которые готовы так. И я же говорю, что мы готовы платить волонтерам, имеется в виду среди молодого поколения, которые так или иначе приходят на помощь. Я вот обратился к нашему, значит, управлению по молодежи и спорту, найти, может, среди молодых, но и сказал, что готовы мы платить за эту услугу, но им надо пройти специальную подготовку. Они должны быть физически здоровые, активные, не только там, допустим, да, сами, но еще человека надо спасать на случай. Поэтому эта проблема существует, и она входит в комплекс тех правил, о которых говорил здесь министр по чрезвычайным ситуациям. Еще раз говорю, мы, по большому счету, могу перечислить план мероприятий. Это очистка территории, ливневые стоки. Мероприятия по санитарному контролю, они у нас прописаны, и рейдовые мероприятия начинаются буквально со следующей недели. Я копию нашего распоряжения представил в администрацию президента. Там написаны ответственные люди, числа, даты по всем мероприятиям по подготовке к данному сезону. Поэтому я, честно говоря, вот так в общих цифрах, они вот такой у нас ресурс по городу Сухум. А какие мероприятия, они изложены, они известны ежегодно одинаковые. Если есть вопросы, что готовы по ответить. маршрутам пешим, то, что мы с вами как-то обсуждали. Пеший маршрут, он утвержден, я его тогда представлял вам, да, у нас их получается 4, да, но надо их обустраивать, вот пока мы же там изначально не закладывали на это деньги, посмотрим, сейчас перевыполнение бюджета небольшое идет, и будем говорить с городским собранием, чтобы каким-то образом мы, ну, может быть, к концу лета, Аслан Георгиевич, не раньше,
У нас мы взялись за такие серьезные вещи, даже это говорит еще и к подготовке к сезону. Мы взялись за ремонт клинической городской больницы, приемное отделение отремонтировали, ну, финиш уже, рентген-кабинет, купили 2 скорые помощи, вот только они придут сейчас 2 кареты скорой помощи. Будем ремонтировать приемное отделение в инфекционной больнице. Вот, у нас по школам и детским садам идет массовые работы. Меняем крышу 14-й школы, ремонтируем детский сад на Маяцком повороте. А это так, по 10, по 15, по 20 минут. Завершаем работу на фуникулере. Ну и поэтому сил на то, чтобы сейчас эти дорожки попозже чуть-чуть. Ну, нет пока денег на это дело. Если отдельное финансирование кто-то нам сможет помочь, то, в принципе, мы готовы. Спасибо. И еще у нас по крупным работам, я во вторник буду делать большой объезд. У нас, мы пообещали, помните, с вами ездили, где восстанавливали мост. Туда уже прокладывается, 50% дороги восстановлено по улице Аяйра, которая, в принципе, 30 лет уже надо было сделать. Мы ее завершаем. И надеюсь, что на следующей неделе начинаем улицу Ардзенба. Это вот улица Агума, вот там вдоль республиканского стадиона. Не, это все наши деньги, из которых там 10 миллионов нам помогла комиссия по юбилейным мероприятиям. Спасибо. Спасибо. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, Слан Георгиевич, начну с благоустройства. С 2021 года начались работы по благоустройству города Гагра, по устройству скверов и озеленения благоустроенных территорий. За это время уложено около 50 тысяч квадратных метров брусчатки на сумму 170 миллионов, из которых 38 миллионов – это вклад предпринимателей. В 2024 году по этой же программе идет благоустройство по проспекту Ардзенба. Уложено уже 15 тысяч квадратных метров брусчатки на сумму 47 миллионов 500 тысяч рублей. Работает 9 подрядных организаций. До 1 июня должны уложить еще до 10 тысяч квадратов плитки по проспекту Ардзенба. По улице Абазга после завершения укладки брусчатки начались работы по озеленению. На озеленение центральных улиц города выделено 10 миллионов 600 тысяч рублей. В 2023 году было высажено в центральных улицах 100 корней красного клена. В 2024 году 134 пальмы в Вашингтоне и еще 106 в пути. Поэтапно поступают оплаченные виды растений для общего озеленения города. Продолжается работа по устройству сквера по улице Абазга, сквер имени Сергея Васильевича Вагаповича. В августе месяце мы его хотим открыть на День независимости. Идут работы по восстановлению парка имени Комсомольца. Сейчас здесь ведутся работы по устройству тротуарной плитки 4200 квадратных метров. Порядка 13 миллионов рублей общая смета. Далее планируется озеленение и установка столбов освещения. Также идут работы по устройству парка западной части от реки Жейквара. Общая площадь 6 тысяч квадратных метров, порядка 20 миллионов рублей. Эти работы проводятся совместно с меценатами. Благоустройство пешеходных зон 2 центральных улиц города Пицунда идут к завершению. Общая стоимость составляет 17,5 миллионов рублей. В конце декабря 2023 года на демонтаж пострадавшей набережной от шторма на сегодняшний день ведутся бетонные работы и в самое ближайшее время начнут выкладывать гранитное покрытие. На демонтаж пострадавшей набережной и закуп материалов на покрытие и ограждение из бюджета уже выделено 81 миллион 700 тысяч рублей. На демонтаж 13,5 миллионов рублей, 49,5 миллионов рублей на гранит, столбы 7 миллионов 200, ограждение 5 миллионов предоплата и работа 5 миллионов. На сегодняшний день приобретено 78 набор освещения, проведена линия водопровода 1 километр 100 метров, линия видеонаблюдения и оповещения. Монолитные работы по укреплению набережной выполнены 70%. Это порядка 150 кубов бетона, 20 тонн арматуры освоено в части выполненных работ. До начала курортного сезона мы планируем завершить большую часть работы. После осеннего шторма море нанесло много песка. На протяжении месяца работает техника, ведутся работы по углублению берега, более 3 километров береговой зоны уже пройдено. На эти работы выделено 6 миллионов 408 тысяч рублей. По количеству спецтехники, обслуживающей район в летний туристический сезон, ну и зимой они, в принципе, обслуживают 27 единиц мусороуборочных машин в районе. Из них обслуживают город Гагра 15.
Заказаны еще 3 метальные машины, маленькие, небольшие такие, и 1 мусороуборочная машина. На это было выделено 11,5 миллионов рублей. К началу курортного сезона они должны поступить в спецавтохозяйство. В середине курортного сезона планируется закупить еще 2 единицы мусороуборочных машин и 1 карета скорой помощи. За 2 года в хозяйство приобретено 45 контейнеров объемом 0,66 кубов и 36 объемом 10 кубов. На это было выделено 13 миллионов рублей. В этом направлении очистки, уборки, подготовки к летнему сезону и в продолжении будут участвовать 150 сотрудников в хозяйстве. Юра, как с водоснабжением? С водоснабжением, как знаете, Аслан Георгиевич, все проблемы у нас, она самая горячая проблема именно в городе Гагра. По инвестпрограмме работы у нас на данный момент стоят. После летнего сезона будем обсуждать этот вопрос с Кристиной Константиновной и с Тимуром Агрба. Подготовка пляжной полосы. Управлением по курорту и туризму ведется мониторинг подготовки пляжной полосы курортного сезона. Протяженность пляжной полосы в городе Гагра составляет 11 120 погонных метров. В 2023 году было составлено 65 договоров на временное пользование пляжа, что составило 4120 погонных метров. Отдельным юрлицам, у кого пляжная зона находится во временном пользовании, были выданы спасательные жилеты «Круги». На территории санаторно-курортных комплексов работают дежурные спасатели. На пляжах общего пользования администрацией района в этом году будут установлены спасательные станции с необходимым инвентарем в количестве 8 штук. Аслан Георгиевич, что касается санэпидинстанции, я тоже в рамках подготовки к летнему курортному сезону с апреля месяца ведется плановая работа по мониторингу объектов общественного питания и прочих санаторно-курортных объектов на соответствие требованиям санитарно-эпидемических норм. Здесь нужно отметить, что большая часть объектов подготовительной работы начинаются в мае месяце. Соответственно, эта работа не будет прекращена. Всего объектов надзора санитарной службы составляет 590. Из них объекты общественного питания составляют 340. На сегодняшний день на готовность к летнему курортному сезону примерно 75 объектов санаторно-курортного значения. По поводу сотрудников вопрос вы задавали. Возраст этих сотрудников, там у нас 2 сотрудника, им уже под 70. Начнем с того, что, я извиняюсь, мы не имели санэпидинстанции. Здания не было, оно могло вот-вот рухнуть, и цвела коррупция. 2 года назад мы начали ремонтировать, мы уже отремонтировали это здание, потратили на него 22 миллиона рублей. Когда был ковид, Кристина Константиновна, мы лабораторию устанавливали в больнице, мы ее перевезли, мы ее оснастим полностью всем необходимым. И, конечно же, надо будет с вашей помощью найти нам сотрудников. 4 сотрудника весь район мониторить не могут. У нас каждый раз строятся отели, мы не успеваем, 4 сотрудника не смогут. Конечно, это не только работа санэпидинстанции, но и на местах глав администрации, но упустили, будем исправлять. Хорошо. По вывозу бытовых отходов, мусора, Да. как обстоят дела в целом? Справляетесь? 4 твердая. Справляетесь? Объем добавляется ежегодно, и техники нужно еще больше. Люди в городе есть, не транспорт справились. есть? Как? Люди есть, Конечно, транспорт есть? да, проблем в этом нет. Транспорт вот 1 приедет скоро, еще летом закажем 2. Конечно, надо ежегодно увеличивать, потому что объем растет. Хорошо, спасибо. Куда-то. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые присутствующие, в Гудаутском районе за последний показатель 2023 года в курортной сфере выглядит следующим образом. В районе, независимо от организационно-правовой формы функционировало 260 хозяйствующих субъектов в количестве размещения койко-мест 9034. Юридических лиц 27 субъектов, количество мест 4148, индивидуальные предприниматели и физические лица 233 с количеством койко-мест 4886. В 2023 году увеличилось количество
субъектов на 47 единиц, в том числе юридические лица 4 субъекта, физические лица, индивидуальные предприниматели 43. Наблюдается в основном строительство и дальнейшая эксплуатация сборно-разборных конструкций, так называемых коттеджей. В целом задействовано в этой сфере до 1000 человек. Количество объектов торговли и общественного питания составляет 810 единиц, общественное питание 154, торговля 656. Хочется отметить, что мы регулярно проводим субботники в районе. Значит, последний субботник проводился 2 недели назад. Задействованы были государственные учреждения, были подключены также и частный сектор. Пляжная зона, здесь есть проблема в том, что у нас в бюджете не заложено количество людей, которые должны обеспечивать, мы будем прорабатывать с МЧС этот вопрос, потому что необходимо будет внести, сколько человек нужно, чтобы на пляже постоянно работали, следили, установили эти специальные буи. Пока в бюджете таких средств у нас нет, придется какие-то дополнительные источники искать. Значит, серьезная проблема у нас, вот мы выезжали в город Новый Афон, в городе Гудаута, очистные сооружения. Были проведены несколько этапов. Первый этап в Новом Афоне, также первые 2 этапа в городе Гудаута – это очистные сооружения. Дальше пока работа не идет, и уже местные жители начали подключаться в эти канализационные трубы, к сожалению, которые пока еще не работают. Это серьезная проблема, и все эти отходы уходят у нас в море, и проблема в летний период будет колоссальная. Это же проблема и в Новом Афоне, и вот в пруд, вся эта вода уходит в пруд. Вот из того количества, которое я назвал, хозяйственных субъектов задействовано, примерно только 23 или 24. Это те, которые имеют так называемые септики. Понятно, что цифра может быть немного некорректная, но в любом случае количество очень низкое септиков. И приходится людям подключаться те еще не работающие системы канализации. Что касается воды. У нас практически во всех селах воды достаточно, вода есть. Единственное, сейчас с учетом того, что количество коттеджей и отелей вдоль нашего побережья начало возрастать, воды местному населению не хватает. Поэтому мы сейчас рассматриваем, где увеличить бассейн, где заменить трубы и добавить новый дебит воды. Это практически по всему нашему побережью. Люди обращаются и просят. Этот вопрос очень важно будет нам решать. Приоритет расставлен. Приоритет – это обеспечение водой новых мест размещения туристических объектов. Это, конечно, качественное электроснабжение, вода и канализационная система. В Новом Афоне хотел бы сообщить еще, вы об этом тоже уже знаете, серьезная тоже проблема, погибают наши пальмы. Вредители перелетают с одной пальмы на другую. В Новом Афоне около 400 пальм, до 400 пальм. И если какие-то срочные меры не предпринять, то проблема может быть очень серьезная, мы пальмы можем потерять. А также сейчас есть проблема с кипарисами. Они тоже начали страдать, у них тоже появляются серьезные проблемы, тоже начинают высыхать. Много уже и кипарисов было убрано, и в том числе и пальм. В целом, если говорить по ЖКХ, мы обслуживаем не только наши города, села, мы обслуживаем и нашу республиканскую трассу. В этом году планируем закупить еще 3 машины, мусоровозочные машины, хотя подозреваем, что их также будет не хватать, но выхода нет. Количество людей, которые сейчас задействованы в ЖКХ, убирают нашу дорогу, убирают наши города, тоже с проблемами не хватает. И многие уходят, заработная плата невысокая, уходит в частный сектор куда-то. И этот вопрос тоже приходится решать. И их просто тоже физически не хватает. В бюджете пока такого количества финансирования нет. Все так в процессе работы. Первое, дорожное полотно привести в порядок, мосты выкрасить, глубину очистки отразительной полосы
от кустарников, деревья, мусор вывести вдоль дороги. Это будут делать федеральные органы, республиканские и местные. Все должно блестеть. Что-то в прошлом году смогли сделать. В этом году работу надо будет продолжить. Уважаемый президент, присутствующий, обсуждаемая отрасль в районе она слабо развита по разным обстоятельствам. На сегодняшний день в Сухумском районе имеется 14 объектов размещения с общим номерным фондом 142 единицы. Общее количество койко-мест 291 единица. В плане подготовки к курортному сезону проведены ряд мероприятий, такие как у нас в конце прошлого года в одном из пляжных зон, где излюбленное место для отдыха сельчан, был разбит, береговая полоса была полностью уничтожена. Мы эту работу уже провели, закончили. Также идет реализации ряда работ, связанные по очистке и приведению прилегающих территорий, туристических маршрутов, как это село Ишера, Гумиста, и скоро приступаем к какой основательной очистке маршрута в церковь, в село Гума, церковь Ивана Василийского. Каманский участок не важен? Вот это она и есть, да. Да, Каманский участок. Ну, ныне это село называется Гума, поэтому я ее так и обозначил. Ну, планируем также привести в порядок республиканскую трассу от Гумистинского моста до въезда в город, то есть покрасить деревья, отбойники, которые там после моста присутствуют. Также вот по вашему поручению будем думать, как продолжить прошлогоднюю работу по содержанию республиканской трассы от Тещиного языка до города Сухум. А что за объект строится, если заезжать в город с левой стороны на пойме реки Гумиста? Под мостом там общественное питание из легкой конструкции. Земля была выделена уже в 2015 году, в прошлом году. А куда бытовые отходы будут уходить? По проекту предусмотрены локальные очистные сооружения. Они там будут? Они обязаны там быть, но пока работа приостановлена, в этом году объект, скорее всего, не запустится. То же самое, что по реке Бзыбу наш. Я понимаю, да, мы будем лично следить. будете это контролировать. Обязательно. Вова, мы должны помочь им приобрести несколько единиц транспорта по вывозу мусора. Да, хотел бы еще раз. Потому что у них совсем критическая ситуация. Вот этот участок дороги Ачадарской, как он называется? Бывшая Гречка. Ишерская ныне. Этого мусора огромное количество накапливается. Не могут они вывозить. А это тоже трасса, которая будет разгружать маяк. На маяке много объектов строится. И многие будут ездить по этой улице. Так удобнее и ближе. Ну и считайте, что это дублер республиканской трассы. Там хоть какой-то элементарный порядок вдоль трассы должен быть. На участке маяка я смотрю разделительную полосу и боковые тоже покрасили, да, недавно в городе уже. Да, там более или менее, вот на его территории очень плохо все. Понятно. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, в настоящее время в районе функционирует 5 санаторно-курортных и гостиничного типа объектов, 22 мини-гостиницы и гостевых дома, 2 пещеры и 2 термальных источника. Ценник за койко-место варьируется от 2500 рублей до 7000 рублей, в зависимости от сезонности. Также при вашей поддержке, Аслан Георгиевич, планируется открытие 2 глэмпингов. Это села Аквась, Калкутол, о чем выше говорил министр. Это способствует, конечно же, развитию сельского туризма, в первую очередь. По прошлому году отдохнуло в 2023 году в Очамчирском районе 16 871 человек. Источники посетили 59 274 человека. Пещеру Абраскил посетило 4300 человек. Нам еще сегодня тяжело конкурировать с другими районами. Но из-за того, что удаленно с границы, турист не доезжает. Но надеемся, что, и мы в этом уверены, что с открытием аэропорта турист у нас увеличится, и это будет в разы. И мы проводим ряд мероприятий. Значит, сегодня администрация Очамчирского района в штатном порядке проводит мероприятия по подготовке к предстоящему курортному сезону.
В соответствии с распоряжением главы района проводится ремонт автодороги к туристическим объектам, также очистка набережной, благоустройство плитки. Мы построили спортплощадку, построили питьевые фонтанчики. Вот. Даны поручения горслужбам, СЭСу, проводятся анализы воды. Питьевая вода у нас состояние удовлетворительное. Город, район получает воду бесперебойно. Что еще хотелось бы отметить? Проводится озеленение района. Сегодня было высажено 400 кипарисов, подаренные вами. Еще планируется 600. Также аллея пальм планируется высадить и аллея мимозы, которая при въезде в город. Еще установлено у нас 10 камер для безопасности. Планируется еще 10 установить. Спасибо. Спасибо. Подключалу. Уважаемый президент, уважаемые руководители, Турчинский район, у нас нет, чем можем похвастаться о том, что у нас нет такого туристического потока. В недавнее время Турчинский район внесен в список туристических маршрутов Абхазии и с каждым годом приобретает все больше популярность. В окрестностях города имеется уникальный по своей красоте для горного туризма, много горных водопадов, красивейших озер, лугов и других достопримечательностей. Город Хуачал расположена лечебница «Нижний источник». Сегодня частным предпринимателем АО «Здоровье нации» данная водолечебница восстановлена. Значит, на ее территории расположена гостиница, гостевой дом на 50 коек-мест. По линии инвестпрограммы ремонт автодороги от города Хуачал до поселка Кармара, автодорога от Хуачала Кармара стоимости по инвестпрограмме стоимостью до 10-12 миллионов рублей. Выполнено около 40% работы. Окончание работы по первому полугодию 2004 года, что положительно отразится на поток туристов в Турчинском районе. Можем с уверенностью сказать, что наш город с каждым годом меняется в лучшую сторону. Мы готовы принять еще больше туристов в Турчинском районе. Хотелось бы остановиться те, которые работы проводятся по городу Хуачал. То есть мы проводим ремонт благоустройства улицы Апсилова. Это сметная стоимость 15-10 миллионов рублей. Часть уже освоена, примерно в течение 1 месяца будет завершено. А также продолжается работа и совершаем, значит, это продолжение парка. Никогда у нас в городе не было фонтана. Мы в этом году сможем запустить фонтан. Сметная стоимость около 35 миллионов рублей. А также уже 40% сметной стоимости мы уже смогли профинансировать. Лестница, площадка, соединяющая нижняя площадка, верхняя площадка стоимостью 5 миллионов 850 тысяч рублей. А также самое главное для нас, видимо, для горожан, мы проводим работу, мы договор заключили, занимаемся освещением города внутри города. Это примерно около 15 миллионов рублей. Часть денег у нас уже есть, часть денег, видимо, приходится просить по вашей поддержке. То есть мы обязательно сможем до конца года значит, совершить работу, и связанные с освещением города мы сможем завершить. Я надеюсь, это будет для нас главным в этом году. Мы смогли приобрести по линии ЖКХ машину, мусоровоз за 5 миллионов 800 тысяч рублей, а также контейнера на 130 миллионов рублей. То есть внутри работы ведутся работы по благоустройству. Мы в прошлом году и в этом году смогли сделать насаждение, зеленое насаждение более 2 миллиона рублей. Так-то так. Спасибо. По Галу, коротко. Мы совместно с Министерством туризма расширяем географию туризма в республике. У нас получилось в этом году отправить первую организованную туристическую группу, состоящую из 14 человек. Это были все граждане Российской Федерации. Это было в тестовом режиме для посещения Ингур-ГЭС, именно машинного зала и зоны, где происходит генерация.
Это режимный объект, были соблюдены все меры предосторожности и безопасности. Заранее были паспорта, документы, была проинформирована пограничная служба, погрануправление ФСБ. Все это было очень быстро, минут за 20. Все документы проверили, люди были очень довольны. Это произошло у нас 15 марта. И 19 марта уже 50 человек приехали. Это был профсоюз экскурсоводов Абхазии. Экскурсоводы в количестве 50 человек приехали, посмотрели маршрут, как это все работает, были, с их слов, безумно довольны, сказали о больших перспективах, и мы вот этот маршрут будем развивать. В общих мест размещения в районе отсутствует. Ну, если вот так у нас пойдет турпоток, значит, все само последует, и места размещения, и все остальное, вся инфраструктура, все добавится, если коротко. Хорошо, спасибо. Значит, Афонская пещера. Уважаемый президент, уважаемые присутствующие, хочу довести до вас, что за 2023 год Новоафонскую пещеру посетило 389 193 человека. При плане 426 тысяч выполнение было на 91%. С 2021 года вообще мы наблюдаем небольшой спад. То есть как-то в сфере обслуживания работаем, и от нас мало что зависит в этой ситуации. План выполненных, объем выполненных работ составил 275 миллионов рублей. Были завершены работы, начатые в 2022 году по капитальному ремонту здания. Были поменены полностью фасад и перила, остекление, алюминиевые перила, все как соответствует современным сегодняшним требованиям. Также у нас сегодня ведутся работы по, скажу, ранее, еще годами назад Гостехнадзором Республики Абхазия нам было рекомендовано полная капитальная замена левого крыла пещеры. И сегодня мы проводим эту работу. Там порядка 30 миллионов рублей. Все сметные документации, все договора присутствуют. Но основной проблемой сегодня является то, что мы предполагаем начать работы по ремонту железнодорожного полотна в конце сезона или с начала уже Нового года. И здесь у нас уже проведены основные такие вот закупы по железобетонным шпалам и по самому полотну. С разрешением. Подвижной состав откуда у вас? У нас рижский подвижной состав. То есть сейчас они выпускают? Сейчас уже завод этот вообще не существует. К сожалению, вот как раз таки новый подвижной состав, уже сколько лет он у нас, и мы его эксплуатируем на старой железной дороге, что, естественно, не в лучшую сторону влияет на его передвижение, и нам часто приходится менять колесные пары. Что-то было в запасе, что-то мы еще довозили, но вот уже, по-моему, 2 года с лишним, как завод не существует. А сколько километров путей там? 1400, в районе 1400 метров. А там колея стандартная, железнодорожная или маленькая? Нет, это узкоколейка. Узкоколейка. 60 тонн мы уже оплатили, и как бы нам пока этого достаточно. Смета пока на работу саму не составлена, вот будем заниматься. Но это просто первостепенная задача. Возможно, даже мы будем обращаться к руководству страны, в кабинет министров, к вам. Нужно будет, наверное, и привлечь еще какие-то дополнительные средства. Естественно, впоследствии мы их потом отдадим. Понятно. Уважаемый президент, уважаемые присутствующие, если совсем коротко, то от центральной трассы республиканской до озера Рица на 90% все работы выполнены. Но Новоатхарская часть, пока сами не попали туда, службы наши еще не попали туда, поэтому в конце мая, как и каждый год, в конце мая и Аватхара будет готова. Далее, в этом году план мероприятий национального парка. Основным
приоритетным считаем благоустройство озера Рица, набережная часть и смотровая площадка. Проект составлен, этот проект размещен на сайте. Любой желающий может посмотреть, это около порядка, в зависимости от материалов, качественных или не совсем качественных, около 150 миллионов рублей. Более того, в 1947 году был введен в эксплуатацию ГЭС на озере Ридза. А в 1956 году из-за схода лавин один из агрегатов, он состоит из 3 агрегатов. В 1956 году из-за схода лавин один агрегатов вышел из строя. И сейчас, в данный момент, мы совместно с работниками, со специалистами из ФТИ, договор составлен на 2,5 миллиона по восстановлению данного агрегата. И при этом мы получим в конце года, как и планируем, все благополучно произойдет, дополнительно 300 киловатт электроэнергии. Такая необходимость пришла, электроэнергии не хватает. Вот в целом вот такие работы. А у вас эта станция на притоке работает или есть водозаборник где-то? На притоке. На притоке. Да. В прошлом году мы... Начиная от шлагбаума до озера Рица и на берегу самого озера Рица, сколько объектов общественного питания? Только на озере Рица общественное питание, больше нигде. Очистные есть? Да, конечно. Они работают? Конечно. Мы в позапрошлом году установили там очистные сооружения и в полной мере... А до позапрошлого года их не было, да, очистных? Нет, не было там. Понял. Хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, я так думаю, что вы друг друга услышали, потому что есть проблемы, которые характерны для всех районов. Есть проблемы, которые имеют особенный характер для каждого из районов. То, что мы здесь обозначили в виде острых вопросов, они будут занесены в протокол сегодняшнего совещания. Будут обозначены сроки реализации, обозначены люди, ответственны за то, чтобы все это было сделано вовремя и качественно. В целом, хотел бы сказать, что руководители на местах предпринимают усилия, работа идет. Как всегда, хотелось бы, чтобы работа была более эффективной. Есть препятствия и объективного характера, и субъективного тоже. Поэтому, имея в виду, что туризм – это ключевая отрасль нашей экономики, мы должны думать над тем, как сделать эту отрасль динамично развивающейся и с точки зрения ее отдачи эффективной. У меня такое складывается мнение на основе ваших отчетов, на основе моего опыта, я уже 4 года работаю президентом, что нам необходимо осознать, чем мы, собственно говоря, располагаем. Мне кажется, что не все понимают, чем мы располагаем и как с этим быть. Мы располагаем с вами уникальными возможностями, которые нам дарованы природой. Эти уникальные возможности, во-первых, надо сохранить, во-вторых, раскрыть, для того, чтобы все это работало на наших граждан. Для того, чтобы у нас в нашей стране люди, желающие работать, жили в достатке. И это можно сделать, если мы с вами будем пользоваться передовыми технологиями, делать то, что от нас требует ситуация. Все проблемы, которые мы здесь озвучили, упираются в одну большую проблему – в отсутствие финансовых ресурсов. Абсолютно все. Даже проверки санитарной службы регулярно не осуществляются, потому что нет людей и транспортных средств, и не та заработная плата. С
Спасателей нет в должном количестве, потому что платят мало. Ну и многое-многое другое. Поэтому, уважаемые члены правительства, уважаемый Джансух Эдуардович, уважаемые министры, развитие экономики, привлечение инвестиций для развития экономики – это вопрос, над которым надо работать круглый год, каждый день. Наша с вами деятельность носит во многом пока еще инерционный характер. Да, администрирование по сбору налогов мы улучшили, по сбору таможенных сборов и платежей тоже улучшили. Да, показатели по сравнению с тем, что было до нас, неплохие. Прошло оживление и в сфере транспорта, и в сфере сельского хозяйства. Я вот недавно давал интервью. Надеюсь, министр посмотрит. Я понимаю, что вы люди заняты, но на всякий случай посмотрите. И руководители госучреждений. Я там говорил об этом. Если нам, государству, удалось инвестировать в сельское хозяйство за 3 года 300 миллионов рублей, частный бизнес за эти 3 года в сельское хозяйство инвестировал миллиарды рублей. Тут же понятно, где надо искать точку опоры и поддержку. И уровень производственной культуры на частных предприятиях всегда выше, чем на предприятиях государственной собственности. Налоговая отдача эффективней. Вот на примере обсуждаемой проблемы, где наиболее, скажем так, лучше обстоят дела в плане ухода за пляжной территорией? На каких объектах? На частных. Хотя пляжи не являются частными, они принадлежат государству, потому что они понимают, что ухоженный пляж – это дополнительная прибыль, дополнительные деньги. А общественное мы привыкли к тому, что это ничье. И общественным можно пользоваться как попало. И тут надо нам понимать границы разумного, где общественное, где частное. Надо идти по тому пути, по которому пошли страны, которые развились. Развитие бизнеса, социально ориентированного бизнеса, регуляторная функция государства – вот что нам нужно. И умение выработать правильные подходы и программы в плане развития наших территорий. Опять-таки, вот мы должны понимать, что мы оставляем за сельским хозяйством, что за туризмом, что за транспортом и другими сферами экономики. В прошедшем году неплохо вроде бы у нас получилась работа по реализации проектов в рамках льготного кредитования. Это надо продолжить. Вот эти лимиты надо выбрать. И эти лимиты должны достаться тем, кто умеет работать. Слава тебе, Господи, нас не могут упрекнуть в том, что мы в плане кредитования по льготной схеме кредитуем своих сторонников. Если взять, посмотреть, абсолютно нет. Это как минимум нейтральные люди. Но умеют делать бизнес, и слава Богу, пусть делают, создают рабочие места, тем самым укрепляют наш суверенитет и экономический, и в любом его виде. Эту работу надо продолжить. Хорошо, спасибо, благодарю за работу.